الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, его семьей и сподвижниками, а затем. Что вы думаете о том, чтобы сделать сегодняшний день днем улыбки? Мы будем улыбаться. Хорошо, шейх, но если кто-то улыбается без причины, что это за улыбка? В своей основе улыбка может быть без причины. Это смех обычно возникает по какой-то причине. А для улыбки причина не обязательно. Наоборот. Например, если ты пойдешь на рынок и начнешь улыбаться, иногда даже продавец проявит к тебе особую снисходительность. Если ты решил прочитать лекцию, первое, на что посмотрят люди, улыбнулся ты или нет. Если ты хмурый во время лекции, людям это не понравится. Когда проповедник сидит с молодыми людьми, пытаясь дать им совет и напоминание об Аллахе, если он не улыбается, это отталкивает людей. Иногда даже отец. Когда он сидит со своими детьми, ты видишь, насколько дети нуждаются в том, чтобы увидеть улыбку своего отца или улыбку своей матери. Некоторые матери говорят: «Шейх, я не могу. Заботы, усталость, семейные проблемы. Как не улыбаться?» Знаешь, что мы говорим в таком случае? Иногда все эти проблемы и заботы бывают из-за того, что в доме нет улыбки. Чего ты хочешь, если Аллах убрал милосердие из твоего сердца? Ведь к признакам милосердия относится улыбка. Улыбка ртом. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Твоя улыбка в лицо твоего брата – это милостыня». Давайте сегодня будем раздавать садакаты. Сегодня количество денег у меня в кармане не изменится. Но мы будем раздавать милостыню другим способом. Сегодня я буду идти, проходить мимо рабочего на дороге, мимо человека на улице, проходить мимо магазинов на рынке, мимо людей в мечети. Каждый раз, когда ты идешь, ты говоришь: «Ассаляму алейкум, о такой-то, доброго вечера, о Абу такой-то». Улыбайся. И поверь мне, на людей это произведет большое впечатление, особенно от такого человека. От того, от кого люди не привыкли видеть улыбок. И ты видишь, что если такой человек улыбнется, это сильно повлияет на мир. Ты увидишь, как это повлияет на людей. Ведь люди нуждаются в его улыбке. Не думай, что твердость и решительность означает отсутствие улыбки. Не думай, что человек, который не улыбается, именно тот, кто может властвовать и главенствовать. Наоборот, больше других управлял и прекрасно управлял этой уммой. И более того, всем человечеством. Кто? Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Сподвижник Абдулла ибн Джарир говорил: «Когда бы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не увидел меня, он улыбался». И прочитай историю его улыбок. Иногда он улыбался так, что были видны его коренные зубы. Так что некоторые достойные люди даже составили целую главу и книги. Я читал книгу, посвященную исключительно тому, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, улыбался. Сколько раз он улыбался и по каким поводам, и при каких обстоятельствах он улыбался, да благословит его Аллах и приветствует. Так что даже его называли словом «бассам», постоянно улыбающийся. Сегодня мы живем под давлением жизни, под гнетом проблем этого мира и большого количества забот и дел. Когда люди сталкиваются друг с другом и испытывают большое напряжение, ты видишь, как жар такой жизни может охладить только улыбка нравственного, хорошего человека, который улыбается от всего сердца. Улыбка вырисовывается на его лице и радует сердца людей, и рисует улыбку в их сердцах еще до того, как появится на их лицах. Твоя улыбка в лицо твоего брата – это садака. Скажи: сегодняшний день я назову днем улыбки. Не говори, что ты уставший, не говори, что держишь уразу, не говори, что тебе жарко, не говори, что ты весь в долгах и проблемах и так далее и тому подобное. Наоборот,
Тот, кто улыбается под тяжестью забот и проблем, это сильный человек, который давит на свои заботы и проблемы и улыбается даже перед врагом. Видел ли ты, если человек улыбается перед своим противником, что происходит? Это убивает врага. Твоя улыбка перед врагом убивает его. Так что ты показываешь свою силу перед ним. Улыбайся. Видишь, дунья не будет хуже. Улыбайся, ведь ты знаешь, что то, что предопределено, непременно случится. Улыбнись, ведь то, что тебя постигло, ты не мог избежать, а то, что тебя миновало, не могло тебя постичь. Улыбайся. Выкини за спину все заботы и оставь будущее на его Всевышнего Создателя. Улыбнись. Воистину твоя улыбка – это милостыня. فالخل يهجر خلا